На текущий момент выдано всего 330 паспортов нового образца. Пилотный проект по выдаче паспортов стартовал в Сухуми и Сухумском районе. В остальных районах республики процесс начнется со следующего месяца, проинформировал депутатов министр внутренних дел Аслан Кубахия. Тема паспортизации министру известна в деталях. Он возглавлял в бытность парламентарием комиссию по вопросу законности выдачи абхазских паспортов. В городе Сухум сегодня полностью оснащены все паспортные столы. Это центральный аппарат паспортного управления города Сухум, УВД города Сухум, новый район и Сухумский район. Полностью оснащены. Это, в среднем это почти половина населения нашей республики. Что нужно сделать гражданам Абхазии, чтобы заменить старый бланк паспорта на новый? Процедура проста. При себе нужно иметь паспорт, фотографию и домовую книжку. Паспортный стол. Сдают старый свой паспорт и приносят домовую книгу. Почему приносят домовую книгу? Если человеку выдают новый паспорт, в домовой книге надо отметку сделать, что он прописан по такому-то адресу. Новый паспорт, данные нового паспорта надо вносить в домовую книгу. Но если человеку не нужна прописка и не надо его никуда прописывать, он сдает паспорт и взамен получает новый общегражданский абхазский паспорт. Для тех, кто не родился в Абхазии, но является гражданином республики, немного другие требования. В паспортном столе объяснят, какой перечень документов нужно будет предоставить, сказал министр внутренних дел. В марте следующего года пройдут парламентские выборы. Нужно успеть провести паспортизацию, говорили депутаты. Аслан Кубахия проинформировал, что на тот момент истечет срок действия 28 600 паспортов, и технические возможности у МВД для того, чтобы успеть в срок, есть, сказал министр. Наша задача заключается в том, чтобы те, у кого истекут срок, чтобы к парламентским выборам они могли поменять. Мы создаем, у нас все наши технические возможности, те совещания, несколько, которые мы провели в эти дни, говорят о том, что мы беспроблемно эту задачу выполним. Если мы хотим, мы обязаны это делать, обеспечить всех граждан Абхазии правом прийти на избирательные участки, то в Восточной Абхазии мы должны закончить паспортизацию к декабрю. Потому что в декабре объявляются выборы, в декабре начинают формироваться округа. Аслан Кубахия подчеркнул, что владельцы паспортов могут не менять документы до истечения срока действия. Ни один человек не сможет получить документ заочно, уточнил министр, так как в момент получения понадобятся отпечатки пальцев. Для тех, кто не сможет прийти в паспортный стол по состоянию здоровья, будут работать мобильные группы. Следующий этап это будет установка всех комплексов автоматизированных рабочих мест по всем остальным районам Абхазии, во всех паспортных столах. И будет создание авторизационного центра авторизации. То есть оборудование здесь находится, его просто нужно установить и запустить, поднять программное обеспечение. Он будет выдавать электронные цифровые подписи инспекторам паспортных столов, которые принимают документы. Они этой подписью будут удостоверять подлинность паспорта, который подлежит обмене, либо тех документов, которые сдаются. Депутат Валерий Кварча попросил министра внутренних дел проверить законность нахождения неграждан Абхазии, занимающихся религиозной деятельностью и проживающих в горной местности. За них вступился депутат Саид Харазия. Они живут по законам Творца. Среди этих людей в свое время был Андрей Православный апостол Симон Корней, спаситель земли Абхазской. И вот наподобие таких людей в Абхазии подвязаются религиозные люди. Но эти люди перед тем, как перейти границу Абхазии, они приходят в Абхазскую православную церковь, Кирею Виссарионову, берут разрешение. В свою очередь Аслан Кубахия порекомендовал этим людям обращаться первым делом в миграционную службу. Депутат Алмаз Джапуа предложил обсудить проект Российско-Абхазского договора по информационно-координационному центру МВД. Его поддержал депутат Юрий Зухба.
Уже несколько раз проносили в том виде или ином. Моя позиция насчет этого проекта давно моим коллегам уважаемым уже давно ясна. Я за него не собираюсь голосовать ни в каком виде. Министр внутренних дел и большинство депутатов приняли решение обсудить проект договора по ИКЦ после того, как парламентарии внимательно ознакомятся с этим документом. Опасаться нечего, проект не может быть подписан без согласования с парламентом, было отмечено на встрече. Депутатов также интересовал ход расследования по громким преступлениям. Министр пообещал позже проинформировать их и все население по тому, как расследуются тяжкие преступления, в числе которых и факты похищения людей. Аслан Кубахия пообещал быть открытым и сделать работу МВД эффективнее. Елена Лулу, Саита Гуха, Абхазское телевидение.